Символ надежды и жизни. Махсоголовский хлебзавод в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады организовал акцию «Блокадный хлеб». Сотрудники испекли хлеб по рецепту, максимально приближенному к тому, что получали по карточкам жители осажденного города. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Ключевой символ акции «Блокадный хлеб» – кусочек хлеба весом в 125 грамм. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады города на Неве. В память о мужестве и стойкости ленинградцев и в честь 75-летия Великой Победы Махсоголовский хлебозавод решил выпустить ограниченную партию блокадного хлеба по рецептуре тех времен. Наш хлеб состоит из такого сырья, как ржаная мука второго сорта, жмых подсолнечный, овсяные отруби, солод, соль. Основная часть сырья используется в производстве, а подсолнечный жмых мы докупили в кормовом центре «Тимин». К хлебу, завернутому в пакет, прилагается информационная листовка с изображением хлебной карточки и того самого блокадного хлеба, где также указаны дата снятия блокады и рецепт блокадного хлеба. Акцию Махсоголовского хлебозавода поддержали детские сады, школы и магазины не только Хангаласского улуса, но и города Якутска. Мы были удивлены ажиотажем и таким количеством заявок. На сегодняшний день их порядка 2000 заявок на этот хлеб. Цена его составляет 15 рублей. Сегодня ранним утром блокадный хлеб поступил на полки продуктовых магазинов и в образовательные учреждения. Вообще больше берут, как ни странно, молодежь. В основном берут, да. И с утра вот пришли с колледжа, взяли очень много для студентов. И пожилые еще не брали, берут только молодые. Вырученные средства от продажи блокадного хлеба руководство Махсоголовского хлебозавода направит в улусный благотворительный фонд «Победа-75». Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.